На странице 50 читаем несколько диалогов, а также составляем предложение. Сначала разберем две буквы, мягкий знак и твердый знак. Мягкий знак нишкелек белгisi, твердый знак колонлок белгisi. Мягкий знак используется для того, чтобы смягчить слог, а твердый для того, чтобы он стал тверже. Еш, без мягкого знака было бы яш. Еш, мягко. И кул яулык, здесь пример у нас кул яулык. Надо отметить то, что мягкий знак и твердый знак еще используются для того, чтобы разделить слоги внутри сложного слова. У нас здесь имеется первое слово кул и яулык. Кул – это рука, яулык – это платок. А кул яулык – это носовой платок, то есть маленький платок размером с ладонь. И здесь твердый знак используется для того, чтобы разделить эти два слова. Мы будем читать это как кул яулык, а не кул яулык. Кул яулык. Неправильно, а вот кул яулык, разделяем его, тогда правильно читается. Дальше разбираем диалог, в котором есть слово еш. Еш – это лет, возраст, то есть сколько лет, сколько годиков. Оля, сиңа нише еш? Миңа 8 еш. Сиңа? Миңа 7 еш. Илья, сиңа 10 ешме? Юк, миңа 9 еш. Оля, тебе сколько лет? Мне 8 лет. А тебе? Мне 7 лет. Илья, тебе 10 лет? Нет, мне 9 лет. Следующий диалог. Олег, синең шонаң бармы? Бар. Синең шонаң нинди? Минем шонам қызыл. Қызыл красный. Синең шонаң нинди? Минем шонам зәңгәр. Зәңгәр синий. Здесь нужно запомнить о том, что шона – это сани, а буква М означает мои сани, а если твои сани, здесь у нас буква Н с хвостиком идет, уж татарская Н. Синең шонаң барма, синең шонаң нинди и так далее. Перевод. Олег, у тебя есть сани? Есть. Твои сани какого цвета? Мои сани красные. А твои сани какие? Мои сани синие. И составляем предложение. Мин, үй. И дальше идет варианты окончаний и уйным. Уйным – это играю, үй – это дом, я – это мин. Значит, я дом играю. А эти окончания у нас отвечают на вопрос «где?». Значит, я где играю? Я дома играю. Как сказать дома? Мин, үй и добавляем одну из них. Смотрим, на что заканчивается и краткое. Это звонкое согласное, значит, либо да, либо де. Так как слово мягкое, значит де добавляем. Мин, үй, де уйным. Дальше мин, урам, да уйным. Мин, мектеп, те уйным. Мин, парк, та уйным. Перевод, я надеюсь, вы уже поняли. Я играю дома, я играю на улице, я играю в школе, я играю в парке.